Итак, уважаемые зрители, представляем вам вторую часть «Позорные страницы из истории жизни Северо-Осетинской Республики». Это геноцид и этническая чистка, устроенная северо- и юго-осетинскими бандформированиями в 1992 году по отношению к лицам ингушской национальности, проживавших на территории Северной Осетии. Представляем вам фотографии и данные жертв геноцида и этнической чистки 1992 года. Гадаборшева Мадина Ахмедовна, 1979 года рождения. Убита 21 октября 1992 года в селе Октябрьское пригородного района в результате наезда БТРа ОМОНа МВД Республики Северная Осетия. Первая жертва конфликта. Гатиев Микаил Джабраилович, 1958 года рождения. Убит 4 ноября 1992 года в селе Куртат пригородного района. Гатиев Иса Абдулович, 1965 года рождения. Убит 31 октября 1992 года в селе Камбелеевское пригородного района. Кантемиров Магомед Баширович, 1968 года рождения. Был убит и сожжен 18 марта 1992 года в селе Чермен пригородного района. Ганижев Ахмед Израилович, 1952 года рождения. Следователь Назрановского РОВД. Проживал в селе Октябрьском пригородного района. Во время начала конфликта выехал в село Октябрьское за семьей, где был задержан осетинскими бандформированиями и убит. Похоронен на мемориальном кладбище в Назране. Газдиев Магомед Ахмедович, 1964 года рождения. Убит 1 ноября 1992 года в селе Чермен. Газгиреев Абукар Магомедович, 1966 года рождения. Убит 9 ноября 1992 года в селе Чермен. Гадаборшев Ахмед Хадисович, 1941 года рождения. Убит 3 ноября 1992 года в селе Октябрьское пригородного района. Гадаборшев Амир Саламбекович, 1959 года рождения. Убит в селе Куртат пригородного района. Был привязан к столбу, обложен покрышками от машин и заживо сожжен. Останки были вывезены 9 февраля 1993 года в город Назрань Республики Ингушетия. Похоронен в селе Алиюрте. Гадаборшев Алихан Измайлович, 1931 года рождения. Убит в ноябре 1992 года в селе Куртат пригородного района. Найден в марте 1993 года и похоронен. Булгучев Руслан Алиханович, 1972 года рождения. Был студентом 4 курса Северо-Осетинского медицинского института. Убит 31 октября 1992 года в городе Владикавказе, на частной квартире, где он проживал. Булгучев Дауд Ахметович, 1953 года рождения. Убит 18 декабря 1992 года в селе Чермен. Фото, к сожалению, отсутствует. Боров Умар Хасанович, 1975 года рождения. Убит 3 ноября 1992 года в селе Камбелеевское
пригородного района. Обратите внимание, уважаемые зрители, на год рождения этого мальчика. В 1992 году ему было всего лишь 16 лет. Боров Хасан Саитович, 1922 года рождения. Убит 3 ноября 1992 года в селе Камбелеевское пригородного района. Богатырев Исрапил Мавлеевич, 1955 года рождения. Убит 8 ноября 1992 года в городе Владикавказе. Беков Зураб Даудович, 1968 года рождения. Убит 2 ноября 1992 года в селе Дачном пригородного района. Батажев Руслан Ясаевич, 1963 года рождения. Убит 2 ноября 1992 года в селе Дагорон пригородного района. Батаев Батырбек Хасанович, 1935 года рождения, находился в заложниках в тире ДОСААФ города Владикавказа по улице Гадеева, где и был убит 2 ноября 1992 года. Похоронен на мемориальном кладбище Озат-Качмыш. Баркинхоев Руслан Султанович, 1939 года рождения. Полковник милиции, замначальника следственного отдела МВД Северной Осетии. Во время начала конфликта находился на работе. Убит 4 ноября 1992 года в поселке Корца. Баркинхоев Джамбулат Магомедович, 1975 года рождения. Убит 2 ноября 1992 года в поселке Южном. Уважаемые зрители, обратите внимание на год рождения этого юного мальчика. В 1992 году ему было всего лишь 16 лет. Барахоев Султан Умарович, 1954 года рождения. Убит 5 ноября 1992 года в селе Куртат пригородного района. Порохоев Магомед Хусейнович, 1958 года рождения. Убит в селе Куртат пригородного района. Барахоев Иса Магомедович, 1928 года рождения. Убит 4 ноября 1992 года в селе Куртат. Барахоев Ибрагим Хусейнович, 1953 года рождения. Убит 3 ноября 1992 года в селе Камбелеевское. Аушев Юнус Магомедович, 1950 года рождения. Убит 31 октября 1992 года в селе Чермен пригородного района. Аушев Адам Хусейнович, 1961 года рождения. Во время начала конфликта находился в гостях у тети в селе Куртат. Убит 3 ноября 1992 года в селе Куртат выстрелом из снайперской винтовки прямо в сердце. Похоронен в селении Сурхаки Республики Ингушетия. Ахриева Фатима Абдуловна, 1941 года рождения. Была взята в заложники 3 ноября 1992 года осетинскими бандформированиями в районе поселка Редант-1 города Владикавказа. Тело найдено в Кабанском ущелье
в мае 1993 года со множественными огнестрельными ранениями и была похоронена в городе Назрань на мемориальном кладбище. Ахриев Мухарбек Висангиреевич, 1932 года рождения. Был взят в заложники 3 ноября 1992 года осетинскими бандформированиями в районе поселка Редант-1, города Владикавказа. Тело найдено в Кабанском ущелье в мае 1993 года со множественными огнестрельными ранениями. Был также похоронен на мемориальном кладбище в городе Назрани. Ахильгова Петимат Ильяс Хаджиевна, 1916 года рождения. Убита 1 ноября 1992 года в селе Чернореческом во время обстрела колонны мирных жителей БТРами МВД Северной Осетии со стороны военно-грузинской дороги. Похоронена в Жайрасском районе. Ахильгов Шамиль Ибрагимович, 1962 года рождения. Убит 22 октября в селе Терк Северной Осетии сотрудниками МВД Северной Осетии. Похоронен в селе Терк. Ахильгов Муса Магомедович, 1955 года рождения. Убит 4 декабря 1991 года в селе Куртат пригородного района выстрелами из БТРа осетинскими бандформированиями. Ахильгов Микаил Вимбулатович, 1955 года рождения. Убит 3 ноября 1992 года в своем дворе в селе Чернореченском. Среди убийц был одноклассник осетин, на зов которого он вышел из собственного дома. Похоронен на мемориальном кладбище в Назрани. Уважаемые зрители, продолжение темы геноцида и этнической чистки ингушского народа в 1992 году продолжение следует. Фотографии и данные были взяты у мемориального комплекса город Назрань. Текст был озвучен видеоканалом Урус Видео Невс.